Здравствуйте! В эфире новости в студии Султания Истакаева. Сегодня в программе. В конце этого года 72 семьи из Керчи отметят новоселье. Впервые за 200 лет отреставрировали Крымский медицинский колледж. Скоро в Софиевке и в Укромном появится новый спортзал. Уже приступили к оформлению документов. Снос незаконных объектов. Как обустраивают микрорайон Фонтаны. 30 картин о Крыме. В Бахчисарайском районе открылась выставка молодого крымско-татарского художника. К 2024 году 80% автомобильных дорог в Крыму должны соответствовать нормативам по Российской Федерации. Об этом говорится в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который стал главной темой заседания главы Республики Крым Сергея Аксенова и Совмина Республики. На реализацию нацпроекта с 2019 по 2024 год будет выделено более 17 миллиардов рублей. Кто подведет, соответственно, по срокам и по качеству, работать в Крыму больше на строительстве и ремонте автомобильных дорог не будет. При этом, конечно, деньги большие, более 2000 километров дорог должно быть приведено в нормативное состояние, ответственность большая. Также на заседании обсудили работы по капитальному ремонту улицы Александра Невского в Симферополе. Министр транспорта Сергей Карпов сообщил, что ремонт планирует закончить до конца сентября. Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что во время выполнения работ задержек быть не должно. Я согласен с тем, что в ночное время можно работать только с согласованием с жителями ближайших домов. Однозначно шумовой режим нарушаться не должен, но тем не менее центральные улицы города, я считаю, должны делаться в авральном режиме. Создание комфортной среды. В Симферопольском микрорайоне Фонтаны разбирают незаконно установленные заборы. С проверкой на объект приехал депутат Государственной Думы Руслан Бальбек. Подробности у наших корреспондентов. Тяжелая техника разбирает незаконно установленный забор в микрорайоне Фонтаны рядом со школой номер 44. С помощью автокрана тяжелые бетонные плиты рабочие грузят в КАМАЗы. Об итогах проделанной работы заместитель председателя Госкомнадзора Эльмар Мамбетов рассказывает депутату Госдумы Руслану Бальбеку. Все работы осуществлены. Сегодня подрядчик уже с 10 часов работает на объекте. После того, как полностью снесут забор, администрация города проведет покос травы. Здесь расширят проезжую часть. Местные жители смогут без препятствий проехать к мечети и к своим домам. А здесь откроется проезжая часть дороги, откроются эти островки, и проезд непосредственно автотранспорта будет гораздо легче будет проезжать на своих автомобилях. Снесут забор и по улице Селимгерая. Его установили 30 лет назад во время строительства вот этого многоквартирного дома. Он всегда мешал жителям пройти к остановке, школе и детскому саду. Люди даже сделали проем в заборе. И люди вынуждены ходить в этот проем. Это, конечно, небезопасно, это преграждает людям путь. Это очень неудобно, таких препятствий вообще быть не должно. Месяц назад с инициативой создать комфортную среду в микрорайоне жители обратились за помощью к депутату Госдумы Руслану Бальбеку. Вопрос был решен в течение 3 недель. Руслан Исмаилович нас услышал, он увидел, сказал, так быть не должно, этот забор должен быть убран, он никому не нужен. Уже пошел демонтаж забора, и в понедельник, во вторник вот эта часть будет открыта. Снесенные бетонные плиты перевезут на христианское кладбище микрорайона Фонтаны. 3 сентября на площадке Госкомнадзора пройдет собрание для поиска подрядчика, который облагородит территорию кладбища. Выяснили о том, что в данном случае этот забор принадлежал УКСу Рескомнадзора. В данном случае Госкомнадзор не является правопреемником, поэтому нашли правовой механизм. На данный момент по желанию жителей забор демонтируется подрядной организацией, и в данном случае это ограждение будет использоваться на кладбище так, как и хотели люди. Напомним, весной в честь 5-летия Крымской весны рядом со школой номер 44 заложили новый парк. Представители власти, общественности и местные жители посадили 200 молодых деревьев. Администрация города подготовила проект сквера. До конца года планируют полностью благоустроить территорию, установят фонтан, детскую площадку и появятся прогулочные аллеи. Султания Истакаева, Алишер Алимов, телеканал Миллет.
До конца года 72 семьи из числа реабилитированных народов Крыма будут обеспечены собственным жильем. Будущие владельцы предварительно осмотрели квартиры. Строительство дома велось в рамках федеральной целевой программы. На сегодняшний день подрядной организации устранены замечания со стороны Министерства строительства и архитектуры Республики Крым и Государственного комитета. Созданы все условия для проживания. Как долго жители города-героя Керчь ждали этого события, расскажет Мухаммед Зикирьяев. 86-летняя Сайбеш Абединова осматривает свою будущую однокомнатную квартиру. Вот наша квартира. А вот здесь кухня. Жительница Керчи этого события ждала всю свою жизнь. Более 60 лет она вместе с дочерью скиталась по съемным квартирам. В частной квартире жили, на квартире у людей на кухне варили, ходили. То домой, то сюда, то к ним. Вот так ходили, мучились. Как сейчас, вот когда сюда зашли, какая обстановка здесь? Очень хорошая. Очень хорошая, я довольна. А вот родители Али Зудлаева не дожили до получения своего собственного жилья. Сегодня их сын вместе с семьей осматривает трехкомнатную недвижимость. Квартиру ждали, если честно, долго. Мы сколько, 23-24 года ждали. Ну, честно говоря, не ожидали, но вот дождались. Да. Скажите, как у вас впечатление? Вот получили трехкомнатную квартиру, как вообще ощущения? Слов нет. Слов нет. Мы в восторге. Очень хорошо. Просторные комнаты, покрашенные стены, установлены двери. Также есть в этой квартире санузел. Установлена ванная и кафель. Также, что необходимо для хозяйки, это газовая плита. В этой квартире созданы практически все условия для проживания. 72 семьи уже получили сертификаты на осмотр своих квартир. Это сделано для того, чтобы будущие жильцы проверили все недочеты. Правильно ли установлены окна, двери, есть ли вентиляция. Если найдут изъяны, подрядчик их устранит. В рамках тех задач, которые стоят по реализации, мы сегодня проговорили поэтапно, в какие сроки, чуть больше месяца мы взяли с учетом того, что все уже необходимые мероприятия будут проведены и администрацией города уже будет принято все, этот дом на баланс, последующие уже его передачи людям. Сегодня мы с выходом на место встретились с потенциальными нашими гражданами, кто будет получать эти квартиры для проведения и вручения так называемых сертификатов осмотра жилья, чтобы каждый мог уже, видя свое жилое помещение, внести какие-то замечания, либо отсутствие таких замечаний, для того, чтобы уже четкая была картина о том, что когда гражданин уже будет получать, претензий к этому жилью не будет. Строительство многоквартирного дома завершилось еще в конце прошлого года. Согласно дорожной карты, данный дом он в федеральной целевой программе находится, должен был быть сдан еще в конце прошлого года. Однако были замечания технадзором, они устранялись. Сегодня мы пришли к тому, что они все устранены, и сейчас идет передача. Да, это единственный дом в Крыму, который был построен в срок. Однако все-таки с некими замечаниями. Людей заселят до конца года. Сейчас идет процесс передачи многоквартирного дома из республиканской в муниципальную собственность. Мухаммед Зикирьяев, Виталий Голубев, телеканал Милет. К 75-летию со Дня Победы издадут книгу о героях Великой Отечественной войны. Об этом стало известно на встрече граждан Бахчисарая с министром внутренней политики, информации и связи Крыма Сергеем Зыряновым. Материал для книги собрала районная газета «Слава труду». По словам главного редактора Гульнары Ильясовой, проделана огромная работа. Отважные поступки этих людей должна знать вся страна. Мы с 2017 года занялись изданием, получается, книг на благотворительные средства. А в этом году мы захотели издать, получается, книгу о событиях Великой Отечественной войны к 75-летию со Дня Победы. Мы на следующей неделе отвозим нашу книгу, и, возможно, они ее издадут.
Сергей Зырянов сообщил, что вопросы, связанные с изданием книг, будут решены в ближайшее время на издательском совете, который рассмотрит данные заявки. Мы разъяснили порядок подачи этой литературы, как они рассматриваются и в какие сроки будут дан ответ. Еще были вопросы, касались развития и цифрового телевидения в Республике Крым, непосредственно в Бахчисарае. Тоже заявителям были даны все ответы на поставленные вопросы. Более 30 крымских татар баллотируются в депутаты. Об этом стало известно на встрече в районной администрации. Все кандидаты представляют Симферопольский район. По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, за последние 5 лет такое количество мы наблюдаем впервые. Депутат отметил, что именно эти кандидаты станут основными коммуникаторами между жителями республики и крымской властью. Осталась неделя, короткая дистанция, не оставаться в стороне и прийти отдать свой голос за кандидата, которому он доверяет. Это очень важно. Тем самым он даст возможность ему обрести силу, сформировать политический капитал, который позволит быть эффективными, уже будучи депутатами, отстаивать интересы тех людей, которые доверили, которые выбрали, естественно, притягивать бюджетные средства на свою улицу, свой населенный пункт. И, конечно же, это могут сделать как раз-таки депутаты, которые будут избираться 8 сентября. Более 150 миллионов рублей из республиканского бюджета было потрачено на реставрацию Крымского медицинского колледжа в Симферополе. На сегодняшний день полностью заменена кровля, заштукатурен и покрашен фасад. В кабинетах сделан евроремонт, заменены окна и двери. Как долго студенты и преподаватели ждали преображения, репортаж Мухаммеда Зикирьяева. Торжественное открытие Крымского колледжа после реставрации длиной в 4 года проходит по-особенному. Никаких ленточек, только музыка знаменитых композиторов Моцарта, Баха, Шопена. Под руководством главного дирижера Крымской филармонии Дениса Карлова оркестр исполняет уникальные композиции. Халил Арифов после летних каникул здания своего колледжа не узнает. Парень уже на 4-м курсе и только с этого года будет учиться в условиях, о которых всегда мечтал. В оборудованных кабинетах и с евроремонтом. О профессии фельдшера задумался еще со школьной скамьи. Медицина привлекает тем, что достаточно много узнаешь, общение с людьми, помощь людям. И это интересно, это замечательно. Преподаватель офтальмологии Ольга Боб впервые после ремонта в здании медицинского колледжа. Вот 7-я аудитория истории, потому что мы сейчас в последнее время стали осуществлять набор после 9 класса. Поэтому у нас сейчас сначала детки получают среднее образование, а потом еще и специальность. Ольга Боб уже более 30 лет учит студентов. Переступила порог этого колледжа. Это было страшное здание, которое не имело никакого вида. Была очень низкая у нас база лечебная. С приходом Аркадия Анатольевича у нас все пошло на ура. И это один из самых лучших директоров. На моей памяти это уже 4-й директор. И вот только благодаря Аркадию Анатольевичу мы получили такой отличный ремонт, такие отличные аудитории. У нас сейчас каждая аудитория насыщена современным оборудованием, современными муляжами. Мы сейчас можем симуляционные проводить мероприятия по обучению студентов будущей профессии. Здание Крымского медицинского колледжа Таранова-Белозерова не реставрировалось 200 лет. Раньше в этом корпусе лечили раненых во время Крымской войны 1853-1856. А уже сегодня здесь обучаются студенты, и сегодня специально для них выступает камерный оркестр. Все 3 учебных корпуса Крымского медицинского колледжа прошли через капитальный ремонт за счет республиканского бюджета. Всего было потрачено более 150 миллионов рублей. У нас теперь есть свои скверы, свои площади, свои проспекты, свои аллеи. И сегодня этим праздником мы подводим итог этой работы, потому что это была огромная работа. Все, что сделано, это сделано ради студентов.
На сегодняшний день в медицинском учреждении получают образование более 1000 студентов, а с сентября в ВУЗе учатся еще 300. Ну, я считаю, что, наверное, не в каждом субъекте нашей Российской Федерации существуют такие средние, так сказать, училища профессиональные, наши медицинские. Если вы были внутри, вы можете увидеть, насколько прекрасно все это, я бы даже сказал, воссоздано. Конечно, это благодаря руководителю, коллективу, молодцы. Я думаю, что теперь студентам намного приятнее и, скажем, более авторитетно находиться в стенах данного учебного заведения. Отреставрированный колледж соответствует всем стандартам, принятым Российской Федерацией. Это санитарно-эпидемиологический режим. В здании установлены видеокамеры, а учреждение защищено антитеррористической безопасностью. Мухаммед Зикреев, Виталий Голубев, телеканал «Милет». Строительство жилья для репатриантов, спортивного зала, благоустройство мечети и ремонт дорог. Депутат Госдумы Руслан Бальбек посетил Симферопольский район в рамках региональной недели. Подробнее расскажет Айша Шулакова. Это проект нашего спортзала. Стоимость работ, материалов, транспортные расходы. В этом проекте все, что нужно для строительства спортивного зала в селе Софиевка Симферопольского района. Спортзал возведут на территории мечети Султан-Сервери. О своих планах местные жители рассказали депутату Госдумы Руслану Бальбеку. Показали объект. Общими усилиями сельчан здесь уже заложили фундамент спортзала, установили железный каркас. На этом средства и закончились. За помощью они обратились к парламентарию. Они пообещали нам помочь. С их помощью теперь мы сможем достроить спортзал. Я очень рад. Спасибо им большое. Спортзал построят и в соседнем селе Укромное. Здание уже есть. Это старая заброшенная котельная. Остались только вопросы технического характера, либо передача данного помещения Духовному управлению мусульман Крыма, что позволит, скажем так, избежать конкурсных процедур, но здесь есть определенные там противоречия в законодательстве, либо передача спортивной организации. Проект реализует короткие сроки, заверил парламентарий. Уже есть меценат, финансирование в полном объеме. Рабочая бригада готова приступить к строительным работам к концу сентября. Депутат Госдумы встретился и с жителями массива Привокзальный в поселке Гвардейское. Собрались возле новой мечети. Основные работы по строительству религиозного сооружения завершены. Осталось только установить заборы и облагородить территорию. Скажите мне, какой бюджет? И мы с вами давайте как бы определимся, и я посмотрю там по срокам, сориентирую вас. И пока теплая погода, давайте это все сделаем. Помимо вопросов по мечети обсудили и проблемы с транспортом, ремонтом дорог и подвоза детей в школу. Для конструктивного диалога на встрече присутствовали и представители местной власти. Планировалась дорога по улице к мечети. Весь массив, канал, все люди просят вашего содействия, чтобы нам помогли эту дорогу все-таки сделать. Что касается дороги, уже есть проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы. Там общая сумма порядка 150-160 миллионов. То есть дорога с тротуарами, с разделительным барьером, с остановками, с освещением. И мы планировали передать это в Минтранс с целью включения за счет президентского фонда. А это самый крупный объект по программе ФЦП на территории Симферопольского района. 2 многоэтажки на 320 квартир для репатриантов. Это будет жилой комплекс с детскими и спортивными площадками, стоянкой для машин, озеленением. После завершения передачи к нам закрыть 100% всю квартирную очередь. И я думаю, что еще и запас останется, и там поможем коллегам, может, из других муниципальных образований. Квартиры будут с чистовой отделкой, газовая плита, сантехника, покрашенные стены и ламинат. Люди заедут в абсолютно готовое жилье. Из-за ошибки в проекте газификации объекта новоселье состоится в середине следующего года. И сейчас нужно пройти заново экспертизу, получить новые техусловия на подключение газа, значит, и уже провести пусконаладочные работы и, соответственно, запустить всю систему отопления. Поэтому принято решение с заказчиком чистовые работы в зиму не проводить, так как это ставит под угрозу всю эту отделку, качество, да, то есть мы можем ее просто потерять. Уже через месяц в администрации Симферопольского района состоится встреча с очередниками для актуализации очереди. Затем они смогут посетить свои будущие квартиры. Айша Шулакова, Асан Зивадинов, телеканал «Милет».
Вечная память. В Джанкое установили памятник героине СССР Марии Октябрьской. На мероприятии собрались власти Крыма и жители города. Ленточку перерезали на территории одной из школ Джанкоя. В то время женщине воевать танкистом, механиком, водителем – это адский труд, это ежедневная опасность. И действительно мы чтим память своей землячки. Решение было принято открыть памятник именно здесь, потому что улица, на которой расположена школа номер 7, носит имя Марии Октябрьской. То есть все символично. Общественным движением «Герои Крыма» уже установлено более 10 памятников по всей республике. По словам руководителя движения Ибраима Ширина, их основная цель – сохранение исторической памяти полуострова. Люди жертвовали жизнями, чтобы спасти наше будущее, чтобы спасти мир в целом. Поэтому я считаю, что это очень здорово ставить памятники, ставить и мемориальные камни, и все остальное. Это, знаете, мы можем сделать Крым музеем под открытым небом. Делать скверы, памятники, и все это должно быть нашим национальным достоянием. Следующий памятник установят выдающемуся детскому хирургу Гирею Баирову в Алуште. Более 1000 человек в Симферополе приняли участие в акции, посвященной жертвам Бесланской трагедии. В День солидарности, борьбы с терроризмом жители и гости города собрались во дворе медицинской академии. Полицейские рассказали о том, как правильно вести себя при захвате заложников. Также напомнили, что нельзя трогать подозрительные предметы на улице и в общественных местах. Школьники и студенты запустили в небо белые шары в знак памяти о погибших. Именно вода приносится на кладбище тех, кто пал в этой бесланской трагедии. Потому что 2 с лишним дня находящиеся в зале вообще не получали ни капли воды. 1 сентября 2004 года террористы захватили Бесланскую школу номер 1 в Северной Осетии. 3 дня заложников удерживали в спортзале без еды и воды. 334 человека погибли во время операции по освобождению, из которых 186 – дети. В Судаке с горы Сахарная Головка эвакуировали крымчанку. Накануне вечером в службу спасения поступил сигнал о том, что в труднодоступном месте застряла женщина. К месту происшествия немедленно направились спасатели Крымспас и сотрудники МЧС России по Республике Крым. После успешной эвакуации 78-летнюю жительницу Судака передали сотрудникам скорой помощи. Спасательная операция осложнялась тем, что пострадавшая практически не реагировала на рекомендации спасателей и пыталась самостоятельно спуститься с горы. В результате быстрых и грамотных действий специалистов женщина была благополучно спасена. Выставка молодого крымско-татарского художника Артура Наджмидинова открылась в детской музыкальной школе в селе Угловое Бахчисарайского района. В экспозицию вошли более 30 картин о Крыме и натюрморты с фруктами. Среди них и портрет девушки. Подробнее в сюжете Руслана Минаева. Фойе детской музыкальной школы поселка Угловое переполнено. Посетить выставку крымско-татарского художника Артура Наджмидинова сегодня пришли десятки человек. Для нас и для нашего села имеет большое, я считаю, значение в деле эстетического общего развития подрастающего поколения. Все картины в сегодняшней экспозиции написаны автором в этом году. Большая часть из них посвящена родному Крыму, главному вдохновителю художника, куда Артур вернулся в 2002 году. Врожденные проблемы со слухом не помешали Артуру Наджмидинову создать ряд ярких и колоритных пейзажей Крымского полуострова. Это называется картина «Крым» Айпетри. Я писал за 2 дня. Картина Айпетри – самая любимая работа автора из представленных сегодня на выставке. На полотне автор изобразил широкую заснеженную тропу, которая ведет к вершине горы Айпетри. Среди десятков картин крымских пейзажей на выставке представлен портрет девушки. Здесь изображена корреспондент телеканала «Милет» Севиля Меметова. Художник приметил нашего корреспондента полгода назад на своей первой выставке, где работала наша съемочная группа. Очень красивые глаза и губы, и лицо красивое. Мне очень нравится. Портрет. Я хотел писать. Картина была написана по фотографии и стала полнейшей неожиданностью для нашего корреспондента. Севиля подчеркнула, что портрет получился очень реалистичным, где соблюдены все контуры и черты лица. Портрет был списан с моей фотографии. Это одна из моих самых любимых фотографий. Действительно очень получилось нежно, душевно и очень красиво. Для меня это огромная честь. Выставка в детской музыкальной школе в селе Угловое продлится до 15 сентября. Руслан Минаев, Рафаэль Вахидов, телеканал «Милет». Это все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом «Милет». Всего доброго.